Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции в Конституционном суде Джаркумбаеву Азбеку Узбековичу. Уважаемый суд, уважаемый председательствующий, мы полагаем, что при рассмотрении настоящего дела необходимо разграничивать вопрос о целесообразности законодательного регулирования и вопрос о его соответствии Конституции. Предметом настоящего дела является часть 6 статьи 370, согласно которой в случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в силе по основаниям, изложенным в этих актах, суд кассационной инстанции не обязан дополнительно мотивировать свое решение и указывать на согласие с обоснованием обжалуемых судебных актов. Заявители полагают, что данное положение противоречит гарантированному статьей 61 Конституции праву на судебную защиту. Прежде всего следует отметить, что судебная защита в конституционно-правовом смысле предполагает не только возможность обращения в суд, но и получения судебного решения, основанного на законе, подлежащего проверке и позволяющего понять причины, по которым доводы лица были приняты либо отклонены. Мотивированность судебного акта является одной из важнейших гарантий справедливого судебного разбирательства, правовой определенности и доверия общества к судебной власти. Вместе с тем Конституция не устанавливает единый объем мотивировки для всех судебных инстанций и не требует обязательно повторного воспроизведения всей аргументации, уже изложенной в судебных актах нижестоящих судов. Конституционно значимым является не количество страниц судебного акта, а возможность установить, что доводы лица были рассмотрены судом, получили надлежащую правовую оценку. В этой связи необходимо учитывать особенности кассационного производства. Кассационная инстанция не предназначена для нового рассмотрения дела по существу и повторного исследования доказательств. Ее основная задача заключается в обеспечении правильного и единообразного применения норм права. Именно поэтому законодатель допустил возможность сокращенной мотивировки в случаях, когда Кассационный суд соглашается с выводами нижестоящих судов. При этом мы считаем необходимо отдельно отметить одно важное обстоятельство, которое сейчас здесь обсуждается, что оспариваемая норма действительно является специальной нормой гражданского процессуального законодательства и не имеет прямых аналогов в ряде иных процессуальных кодексов Кыргызской Республики. Однако сама по себе отсутствие аналогичного регулирования в других видах судопроизводства не означает противоречие Конституции. Конституционный принцип судебной защиты не предполагает полного тождества всех процессуальных механизмов во всех видах судопроизводства. Законодатель вправе использовать различные процессуальные решения при условии соблюдения конституционных гарантий прав человека. Вместе с тем, данное обстоятельство свидетельствует о необходимости особенно осторожного толкования части 6 статьи 370 ГПК Кыргызской Республики. По нашему мнению, указанная норма не может пониматься буквально изолированно от Конституции. Положение о том, что суд кассационной инстанции не обязан мотивировать свое решение, не означает и не может означать освобождение суда от обязанности рассматривать доводы кассационной жалобы. Сокращенная мотивировка и отсутствие мотивировки являются различными правовыми явлениями. Сокращенная мотивировка означает отсутствие необходимости повторно воспроизводить мотивы, уже изложенные в судебных актах первой апелляционной инстанции. Отсутствие мотивировки означало бы невозможность установить, было ли вообще рассмотрены доводы заявителя. Именно такое понимание нормы действительно могло бы поставить под сомнение ее соответствие статье 61 Конституции. Поэтому конституционный правовой смысл части 6 статьи 370 заключается в том, что Кассационный суд вправе не повторять мотивы нижестоящих судов, однако не вправе уклоняться от рассмотрения существенных доводов кассационной жалобы. Если жалоба содержит доводы о неправильном применении закона, нарушении единообразия судебной практики, либо существенных нарушений процессуальной гарантии, судебный акт должен позволять установить, что такие доводы были рассмотрены и получили правовую оценку. По нашему мнению, выявлен заявителями риск, связанный не столько с содержанием самой нормы, сколько с возможностью ее чрезмерно широкого толкования и применения. В этой связи принципиальное значение имеет вопрос о том, допускает ли данная норма конституционное правовое толкование, позволяющее устранить так указанный риск. Мы считаем, что такое толкование возможно. Конституционный контроль направлен не только на исключение норм из правовой системы, но и на выявление их конституционно-правового смысла. Если выявленный риск может быть устранен посредством конституционно-правового толкования, предпочтение должно отдаваться сохранению действия закона при одновременном обеспечении его конституционного применения. Исходя из изложенного, мы полагаем, что часть 6 статьи 370 соответствует частям 1 и 2 статьи 61 Конституции при ее конституционно-правовом истолковании, согласно которому сокращенная мотивировка не освобождает суд кассационной инстанции от обязанности рассматривать существенные доводы кассационной жалобы и обеспечит возможность установить, что такие доводы получили
надлежащую правовую оценку. На основании изложенного просим признать часть 6 статьи 370 соответствующей Конституции в ее конституционно-правовом значении.